Всем привет-привет, с вами канал Life. Мы на острове Канта, решили прогуляться. Надеюсь, хоть что-то будет видно. Пойдемте прогуляемся. Сегодня у нас 8 января 2021 года. На улице есть немного снега, а также практически сухой асфальт. Вообще мы вот здесь только увидели снег, у нас там не было, ни во дворе, нигде не видела, ни по улице пока шли, по мосту. Но на острове Канта есть залежи, так скажем, снежные. Я хотела показать вот эту часть острова Канта. Здесь у острова Канта есть замечательный парк скульптур. И я хотела вас с ним познакомить. Надеюсь, хоть что-то будет видно в сумерках. Но давайте все-таки пройдем этот парк. Вот эта скульптура, это у нас Юрий Гагарин. Это скульптура 1975 года. Замечательная скульптура. Вот у нас они тут есть в форме головы, эти скульптуры. Есть цельные скульптуры. Я вам сейчас буду все показывать. Просто очень надеюсь, что будет хоть что-то видно. Смотрим следующую скульптуру. Это у нас скульптура рабочий. Голова рабочего. Замечательная скульптура. Мне кажется, вот все правильно так и должен выглядеть рабочий. И напротив здесь, давайте поближе рассмотрим, поближе. Это у нас капитан. Видите, какой красивый капитан. Давайте покажу со всех сторон. Вот такое произведение искусства. Это Владимир Николаевич, тоже произведение искусства его родителей. Ну что ж, хотелось поржать, получилось. Что это у нас? Идем дальше. Вот эта скульптура, это женщина. Женский портрет. Это 66-го года скульптура. Поближе покажу. Смотрим дальше, идем на экскурсию, продолжаем. Продолжаем наш поход. Ух ты, а это-то что у нас тут? Дерево такое, что ли? Или у меня зрение обманывает? Это дерево, да. Дерево, которое ушло в зимнюю спячку. Интересно получилось. Тут биржа у нас, здание биржи. Ну, сейчас это историко-художественный музей, естественно. А вот эта скульптура называется «Мир без войны». Мир без войны. Скульптура 81-го года. Видите, какая? Довольно интересная скульптура. Мир без войны. Так, идем дальше. Ищем все, что у нас тут есть, чтобы вам показать. Как думаешь, Владимир Николаевич, хорошо будет видно из-за сумерек? Попробуем смонтировать, посмотрим. Посмотрим. Я ничего не могу сказать, Да. но камера в пассивном режиме снимает и только. Да. В темноте плохо, к сожалению. Ну, прогуливаемся, там уже фонарики, шарики загорелись. Вот у нас тут еще скульптура есть. Подойдем поближе к ней. О, кстати, смотрите, как фонари зажглись. О, и подсветка скульптуры зажглась. Очень интересно, правда же? Так, давайте поближе подойдем. Это у нас начало трудового дня. Скульптура называется.
Красивая подсветка, не правда ли? Видите, с подсветкой все равно видно лучше. Смотри, вот. И вон туда надо идти, да? Давай не сегодня, Почему? там очень грязно. Ну и что? Хотела показать. Смотрите, они на нас, что ли, реагируют? Или что? Подожди, я быстро. Так, начало трудового дня мы прошли. Сейчас идем дальше. В грязь, как говорит Владимир Николаевич. Но я все-таки хочу показать. Так. Тут вот у нас вот такая скульптура, надеюсь, вам... Эта скульптура называется «К свету». Ну вот так скульптор увидел свою идею. Она 75-го года. Пройдем туда немножко подальше. Пройдем немножко дальше. Тут еще скульптура есть. Надеюсь, что вам ее тоже будет хорошо видно. Это у нас мать. Мать 81-го года скульптура. В принципе, да, выражает очень много. Идем дальше, вот сюда теперь. Такой вот парк интересный, да, скульптур. И у каждого художника, скульптора свое видение, да, вот той темы, которую он хочет передать. А нам лишь можно либо понимать, либо не понимать вот эту идею. Согласитесь. И вот эта скульптура, она называется «Женский торс». Очень интересная тоже. Вот, давайте ее обойдем немножко. Вот так она выглядит. И сзади посмотрим. Вот так это все выглядит. И следующая скульптура. Давайте вот здесь ее посмотрим. Я иду, тут правда грязновато, я вам честно говорю. Так, это называется скульптура «Покой». Вот, покой. Видите, тут с ребеночком женщинки. 69-го года скульптура. Ну что, пойдемте к Владимиру Николаевичу теперь пройдем. Вот здесь у нас вдоль канала можно прогуливаться. Вот так это все выглядит замечательно. Вечерком вышли и по набережной, по набережной. Тут собор Канта. Все светится хорошо. Везде подсветки, прогулочные дорожки. Видите, как хорошо все выглядит. Тут много еще очень скульптур, но я хотя бы часть вам назвала, показала, что тут есть, что стоит у нас. И пойдемте посмотрим, что там устроили наши торговцы. Может быть, там стритфуд или ярмарка, да. И то, и другое, может быть. Сейчас это все увидим, узнаем. Так, надо здесь аккуратно идти. Вот лед даже есть. Видите, даже снег лежит на полянке вот здесь. Там вот дерево красным красиво светится так. Сейчас я вам покажу поближе. Должен отражаться на дереве, но опять-таки готовили, по-моему, под зеленую листву. Сейчас все узнаем. Да. Прогуляемся и узнаем. Мне нравится эта подсветка, она такая симпатичная, кстати, вообще. Все стемнело быстренько так. Уже сумерки превращаются в тьму. А время только 16:48. Вот так-то. Зато посмотрите, как шикарно стало с подсветкой. Сразу же все таким праздничным выглядит, все таким милым. Вот это особенно дерево, то дерево красным. Очень красивенько и приятненько. Сейчас идут святки. Я сегодня рассказывала видео на канале Школа Таро Альвиен. Как гадать на святки, какие можно на желание гадания использовать. Но я еще буду делать и другие видео. Смотрите, как собор прекрасно выглядит. Хочу сделать также и фото на телефон. Ух ты, как хорошо. Единственное, что музыка лицензионная. Ну, мы сейчас от нее отойдем. Попробуем. Ух ты, смотри, там как
Это фонарики вверх, Да, я вверху. их заметил давно. Нет, я их тоже видела, просто я их немножко не так представляла, когда поближе Давай вначале подошла. к собору, вот этим Давай. ларькам подойдем. Но не факт, что там нет музыки. Какая елочка здесь красивая. Вот смотрите, как она прям огоньками сверкает. Тут тоже очень праздничная обстановка всегда у собора Канта. У кафедрального собора, извиняюсь. На острове Канта. Смотрите, как хорошо, как красиво его подсветили весь собор. Он всегда светится теперь. Так, что тут у нас за ярмарочка такая? Тут люди собрались, смотрят эту. Как пахнет. Пахнет чем-то, как... Ой, это пахнет как дровами жжеными. Так классно. Ой, пуншем тоже пахнет. Тут деревянные всякие штучки продают. Тут у нас янтарь продают. Тут просто потрясающе пахнет. Глинтвейн, да. А тут что продают? Что-то орешки. Здорово. Кедровичок. Так. Как думаешь, стоит одеть маску? Зачем? Мы же на расстоянии. Хорошо. О, вот тут вот еще, смотрите, какие лавочки есть. Новогодние прям лавочки. Тоже есть из дерева подарки. Вот такие подарки из дерева. Такие домики шикарные. Всякие штучки подвесные. Всякие интересные вещи. Ангелы. Очень здорово. Санки. Смотрите, какие санки. Прикольно. Там тут янтарь продают. Янтаря такая толпа, прям вязаные вещи. Новогодние подарки, шапки. А тут что? Сырная мастерская. Интересно, сыр продают. Здорово. Так, ну давайте там глянем, что есть. Тут вот собор тоже подсвечен полностью. Подсвечен. Я думаю, что где подсветка есть, все равно будет видно, Владимир Николаевич. Ну, ларьки, по крайней мере, должны быть. Да, я думаю, что будет видно. Янтарь. И тут поесть можно. Мы уже вам это место показывали. Даже пентиманс маленький есть. Можно и чай, и кофе попить, и глинтвейн. А тут вообще кафе выставили. Интересно. Правда, кафе прям. Только внутри как-то пусто. Так, тут у нас что? Старые сувенирные. Ну, мы это все показывали уже, эти лавочки, да, Давай показывали. идем Пойдем на ярмарку. центральную ярмарку. Интригу. Не будем. Пойдем дальше. Это рельсы, это специально их выложили. Здесь, ну, их не было, их убрали, а выложили специально для реконструкции, как первый трамвайный маршрут. Здорово. Об этом я читал. Интересно. А давай поближе к елке подойдем. Как конфетами в воздухе пахнет, карамелью. Смотрите, какие необычные игрушки на елке здесь. Вот так они выглядят. Да. Но это не настоящая елка. У нас настоящую в Калининграде рубить не будут. У нас берегут природу, любят природу нашу. Берегут ее. У нас ни одной настоящей елки в Калининграде не стоит нигде. Все пластмассовые, все искусственные. Вот, а мы идем как раз по тем трамвайным путям, которые Владимир Николаевич говорит, выложили как первые трамвайные пути. Да, вот они здесь заканчиваются. Да, так костром прям пахнет, что-то жарят, так здорово вообще. Видите? Ну, да, я покажу, как жарят, парят. Что там варят такое? О, как красиво. Компот. Прям это глинтвейн, да? Нет, компот? Что? Пунш какой-то. Пунш, пунш.
Ну, почему пунш ведь пьют, и глинтвейн пьют, значит, казанами. Так здорово. Такие фонарики прям, ложечки продают. Круто. Запах какой стоит. Запах глинтвейна. И разных пуншей, ежевичный пунш, глинтвейн, горячий шоколад. Здорово. Смотри, Прям- вот на эти лампочки. Да, ракурс. Я тоже хочу сфотографировать на камеру. Так, давай. Не хочет фотографировать. О, сфотографировал. Так. Фотоаппарат у меня должен работать сегодня на 100%. Кофе можно тоже. Зерновой. Ты хочешь кофе? Нет, я просто говорю. Ну и зря, я хочу. Ну, Тырдельник. время. Смотри. Тырдельник. Сердельник. Тырдельник – это чешское лакомство. Это такая витая булочка, которая бывает с разными начинками, там, с шоколадом или просто с посыпкой разноцветной. Это очень вкусно. Они даже бывают, по-моему, ну, не сладкие, а, допустим, там с чем-то. Это корейская еда. Мне нравятся вот такие зрелища. Так красиво. Я хочу сфоткать. Вообще круто прям. Очень красиво. Тоже елочки всякие. Здорово. Кофе на песке и пиратская креветка. Да. Какие красивые штуки. Здорово. Чайнички такие красивые. Да, чайнички очень красивые. Я прям вообще... Бронза или медь? Да. Здорово, да? Ух ты! Это сладости? Сладость. Обалдеть можно. Круто. Очень круто смотрится. Это халва с шоколадная. Пахлава. Шоколадная халва с грецким орехом. Тут чурчхела тоже есть. Вот она вся висит. Хелопай. Круто. Вообще круто. Круто вообще. Нормально сделаю, я отстану. Круассаны. Холодно стоять-то, торговать. Очень холодно. Цены. Смотрим. Я не могу забыть облепиховый напиток, который мы... Ты хочешь облепиховый напиток Нет, попить? я просто вспомнил, который мы в парке, в Центральном парке культуры. Так он же был кислый-прикислый. Гости Никакой ярмарки. сахар не Соблюдайте мог. социальную дистанцию и масочный режим. Кислоту это убрать. Мы не могли, да, нам сделали облепиховый напиток летом в Центральном парке. А потом мы пытались каким-то образом сахара добавить, чтобы он Вначале перестал быть мед. кислым. Вначале Мы мед пошел. добавляли, сахар Мед не добавляли. сработал. Мы добавляли Пошла все. тяжелая артиллерия, сахар. Во сколько бы пакетов не сыпал туда сахара, было бесполезно. Кислый был, и все, тут ничего не помогало. Меню. Здорово. Ярмарка. Тут вот живая музыка. Давай.
Идем дальше. Вот это у нас Юлиус. Как же он? Юлиус Руб, да? Да. И собор Канта. Ой, собор Канта. Что здесь собор Канта? Кафедральный собор. А вот там вот наша синагога стоит. Светится. Калининградская. Хочу пройти и посмотреть подсветку на могиле Канта. Вот. Видите, как красненьким светится. Очень интересно. Вот так. Здорово. Так вот это все устроили здесь с подсветками. Любой памятник подсвечен, практически любой. Вот, например, камень. И написано, на этом месте стояло здание, в котором 17 августа 1544 года был открыт Кёнигсбергский университет Альбертина. Вот. То есть все подсвечено, любой памятник, все сделано здесь очень хорошо. Ну а мы сейчас уже пойдем гулять дальше. Потом домой. Я надеюсь, что наш выпуск вам понравится. Всем пока, мы вас любим. До новых встреч.